Представьте себе строительство 4 высотных зданий и наведение между ними двухполосного шоссе. Все это надо сделать в труднодоступном ущелье, где ранее не ступала нога человека. 2 моста свяжут между собой хребты на 40-метровой высоте над бурлящим руслом Нарына. Первый мост через реку расположен на въезде в ущелье. Чтобы опоры могли крепко держать огромный вес моста, инженерам пришлось вбить их вглубь до 46 метров. Длина первого моста составляет 400 метров. Второй мост намного длиннее, его протяженность свыше 1 километра. Это сооружение самое масштабное в Кыргызстане. Строители пробирались к этой точке около 2 лет, разрывая тонны скальной породы. Участок, где возводят путепроводы, считается самым сложным в проекте. Главные враги строителей – это постоянные обвалы горной породы. Бурное течение реки Нарын, которое часто размывает временные мосты и дороги. Уносит технику. Природные условия вносят свои корректировки в логистику. Для возведения мостов необходимо огромное количество высококачественного бетона и арматуры. Ближайшие места, где производится цемент, расположены в Канте и в Кызылкие. 600-й цемент и ускоритель схватывания бетона сегодня привозят из Китая. Арматура доставляется из России. В Казармане рабочие уже возвели бетонный завод. Все железобетонные изделия для мостов отливаются здесь. Эти плиты скоро лягут на опоры моста. Как это сделать, учитывая, что оборудования по укладке в Кыргызстане нет? Строители заказали специальную машину за рубежом. Она настолько большая и габаритная, что ее ввозят по частям и проводят монтаж уже на месте. Возведение масштабных железобетонных виадуков является одним из ключевых элементов дороги север-юг. Эти мосты позволяют сделать важнейшую в будущем трассу Кыргызстана гораздо короче.